Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 80 лет в этом году отметил Александр Тамтосов, государственный и общественный деятель Республики Саха-Якутия, лауреат Госпремии Республики Саха-Якутия в области государственного строительства, почетный гражданин Усть-Майского района и Усть-Амгинского муниципального образования Татинского улуса. И сегодня он гость нашей студии. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас с прошедшим юбилеем. Спасибо, что пришли к нам. Благодарю. Спасибо. Вы являетесь лауреатом газеты «Литературная Россия» за серию публикаций по вопросам национальной политики. Да. С 1996 года вы занимали пост заместителя министра по делам национальности и федеративным отношениям России, а затем заместителя министра по делам Федерации национальной и миграционной политики. Все верно. Насколько сегодня национальная политика нашей страны соответствует тем векторам развития, которые были заложены в 90-е годы прошлого столетия? Что продолжает иметь место быть и что кардинально изменилось на сегодняшний день? Ну, это национальная политика, это политика работы с людьми. Она как-то развивается с учетом тех процессов или тенденций, которые реально существуют. Вот вначале это было, главное было, чтобы разрешить национальным субъектам изучать родной язык, литературу столько, сколько они хотят. Это было же только до начальных классах там изучать родной язык. Но я не знаю, откуда это остались стандарты. Вот я скажу, что это вызывало много спорных вопросов. И нам удалось это преодолеть. Но я тоже отвечал конкретно за это. Я сказал, что родной язык пусть изучают столько, сколько они считают нужным. А в то же время русский язык, как один из ключей нашей такой общей такой идентичности, то русский язык надо изучать в той мере, да, какой стандарт должен быть утвержден федеральным центром. А так как мы говорим, что национальность изучает язык столько, сколько можете, но федеральный государственный образующий язык, если говорить так, то изучать нужно на довольно высоком уровне стандарта. И нам удалось убедить, и сейчас никаких вопросов по языковой политике нет. Ну, хочется спросить, на ваш взгляд, вот сейчас... Не то, что нет, есть, конечно, но таких вызывающих противоречий нет. Сейчас такое у нас неспокойное время в обществе. И расскажите, на ваш взгляд, каковы истоки конфликта между Россией и Украиной? Ну, надо, во-первых, немножко взглянуть, что такое Украина. Да, вот как-то я помню, в конце 40-х отмечали там 300-летие вхождения Украины в состав России. Когда Украина входила в состав России, Российской империи, Богдан Хмельницкий там якобы, там, другие были там, может быть, то территорию проживания украинцев было 5 раз меньше, чем сейчас. 5 раз меньше. И сложилось, что там были северные такие вот эти области, северо-западные, юго-восточные, есть там северо-западные. И вот как раз в 2014 году случился диалог, будем называть так, да, вот между северо-западными украинцами, где вот Львовская область, Житомирская, еще там пара областей можно. И вот те, которые к югу, да, которые вот были Донецк, Днепропетровск. И вот на этом Майдане, значит, в 2014 году вверх взяли северо-западные. Те, которые тяготеют там, самостийности, там, и вот и самое интересное, что есть бандеровцы, да, это был такой западный националист украинский. Нет нигде в мире, чтобы националистическое движение носило фамилию какого-то одного человека. Представляете? За этим что-то стоит. А сейчас, когда даже возьмем Крым, когда в 1944 году выселяли крымских татар, якобы за сотрудничество
с германским режимом, то интересный там был факт. В Крымской области или республике было около 1000 русских школ, около 800 татарских, ну, 100 там было армянских, греческих школ. Не было ни одной украинской школы на украинском языке. Но это свидетельствует о том, что, видимо, в 1944-1945 годах там украинское население было абсолютно немногочисленным. И когда Украина стала частью, Крым стал частью Украины, вот тогда начались, может быть, первые противоречия вот между населением, ну, такими вот. И вот, ну, это вызвало там отторжение. Русское население стали уезжать. Ну, татарское там, наоборот, ну, как-то стабилизировалось. А сейчас, вот когда на Майдане одержали победу вот, северо-западные, вот, Львовская область, там, Житомирская, Могилевская, то сегодня мы имеем то, что есть. И как-то еще, ну, еще в прошлом веке, ну, в середине 50-х годах, 40-х, этот вопрос уже был обозначен, к сожалению. И вот так. А сегодня этим воспользовались люди, которые, ну, имеют, ну, я имею в виду прежде Соединенные Штаты Америки, там Европа, но там Германия вряд ли участвует, которые хотели бы уменьшить российское присутствие вот в этой европейской части. Но у них есть и другие, там и в Центральной Азии не хотят, чтобы мы были там, доминировали. Но в Соединенных Штатах на это тоже смотрят очень умно. Если влияние России ослабнет вот, в Центральной Азии вот, и Европе, то усилится влияние китайцев. И это тоже вот, ну, довольно-таки понимают вот, ну, философы современные или вот, политики. И этот вопрос очень сложный, и он должен закончиться каким-то вот соглашением, да? Ну, рамки этого соглашения обозначены, и мне кажется, что к какому-то разумному такому мы все же придем. Очень надеемся, да, на это разрешение. Алексей Александрович, хотелось перейти к теме образования. На сегодняшний день почти каждый молодой якутянин имеет образование либо высшее, либо среднеспециальное. Расскажите, до какого возраста вы сами учились и что можете посоветовать молодым жителям Якутии как раз-таки в плане образования? Ну, тут я сторонник того, что учиться надо до 100 лет, если удастся прожить. Потому что вот сейчас ну, технология образования, да, потом востребованность каких-то знаний определенных, она каждым годом ну, деформируется. Там, ну, потому учиться надо до 100 лет. Вот я скажу один пример. Одна женщина вот, лет 20-30 назад в Германии защитила кандидатскую диссертацию, а ей было 91 год. А так как вот в 30-х годах был очень сильный антисемитизм, евреям не разрешали вот, получать научные степени, а ее лишили. И она вот через 60 лет защитилась. То есть учиться нужно продолжать вообще, пока есть возможности? Ну, пока есть способность там совершенствовать или как-то систематизировать свои знания, да. А что такое вот научная степень? Это не уровень знаний, это какая-то определенная система знаний. Понимаете? Конечно. Да. И еще хочется спросить, вы также, помимо ваших всех должностей, с 93 по 96 год были руководителем города Якутска. Что бы вы посоветовали нашему молодому мэру с высоты вашего опыта? На что должны обратить внимание городские власти в плане дальнейшего развития города Якутска? Ну, у меня встреча будет с мэром, там есть темы, которые как-то публично не обсуждаются, так ведь, да? Да. Вот. Но я хотел бы, чтобы в городе была системная программа работы с молодежью.
учащейся молодежи. И второй вопрос, который требует внимания, это работа с пожилыми пенсионерами. Они, вот, как первый вопрос, как и второй, это в разных регионах, они решаются по-разному. По-разному. Вот, например, в Москве и Московской области очень хорошо отработана система работы с пенсионерами. Понимаете? Пенсионеры столько имеют льгот и столько внимания, что вот, многие хотят, ну, вот, с соседних областей хотят жить в Москве и на Московской области. Потому что сейчас между Москвой и Московской областью по уровню там, развития системы образования, здравоохранения никакой разницы нет. А раньше была огромная разница была. Даже вот помните, где вот Жигулев играл Высоцкий, там был ЧМО. Ну, человек отстал, человек Московской области, его назвали ЧМО в городе Москве. Понимаете, какие вот, ну, в 40-х, 50-х годах. Как, ну, прозвище ЧМО, значит, малообразованный, малокультурный по сравнению с москвичом. Малоосведомленный. А сейчас Московская область ни в чем не уступает городу. И сейчас, наоборот, тянутся в область, ну, там, свежий воздух, там, значит, нет такой толкучки. И очень высокий уровень образования, культуры, там, работы с детьми. Алексей Александрович, спасибо вам большое, что нашли время, пришли, ответили на все наши вопросы. Благодарю вас большое за ваш визит. Спасибо, что вспомнили меня. Спасибо. Мы никогда не забывали. Спасибо. Спасибо. Все. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.